Заседание по предупреждению паводковой ситуации и пожароопасному периоду состоялось в Намском Улусе под руководством министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолия Семенова. В ходе проверки системы экстренного оповещения населения выяснилось, что из 17 не работает 7. Поломки устранят до конца недели. Также обсудили развитие цифровых технологий в Намском Улусе. Для перехода на цифровое по Улусу задействовано 26 волонтеров, пока заявок от граждан не поступало. Сейчас ведется работа по организации подомового обхода ветеранов, пожилых маломобильных людей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Намский район уже принимает сигнал цифрового эфирного вещания. 20 телеканалов есть возможность подключать. Мы ведем еженедельный мониторинг. Началась работа волонтеров. Мы запустили акцию «Подключи ветерана». И в целом я хочу сказать, что динамика неплохая у нас по подключению именно цифрового эфирного вещания. То есть для этого необходимо приобрести приставку, настроить телевизор, да, и получать уже бесплатно сигнал 20 телеканалов. Ну а есть в Намском районе 2 поселка, которые не попали в зону ЦТВ. Там готовится постановление правительства о субсидировании малоимущим приобретения спутникового оборудования. И на этом спутниковом оборудовании 41 телеканал от Район Экспресс можно смотреть бесплатно, в том числе и НВКСХ.